В рамках этого вопроса, Ви ж Бачите, юрист, тим более. говори. Ви в этой ситуации сами в том-то и дело. Мне что-то когда здарилося. почему свой юридический потенциал Эфир не хотел вы не вести далее. используете на создание грамотного, нормального иска. Вы знаете, в России падают космические ракеты на Землю. Это не значит, что я должен бросить все и ехать туда, чтобы наладить производство ракет. Каждый отвечает за себя. Мне кажется, В данном случае я пришел сюда и Расшарьте задаю новый вам эфир, вопрос. коли ласка. Это моя гражданская позиция. правильно. И моя гражданская позиция, что каждый человек должен что-то делать для того, чтобы было всем лучше. А не сидеть со стороны. Ты делай, а я вот тут поумничаю. Александр В лучшем Степанович, случае напишу комментарий. я в глубине души уверен, что вы чувствуете и понимаете всю серьезность вопроса. Вот вопрос задал. Дайте микрофон. Кто Итак. сказал, что я сделал? Возьмите микрофон, дайте. Одну Вы секунду. договорите, подождите. Кто вопрос задал? Встаньте, представьтесь, давайте я отвечать. Я вам скажу, что я сделал. Ну давайте. Ну, тут же смелые. Одну секунду. Подождите. Не, ну подождите, из зала вопрос, а что вы сделали? Я хочу ответить этому человеку. Еще раз. Пусть подойдет человек ко Не мне в превращайся. стороне, я ему отвечу. Здесь множество слушает меня, не один человек. Давайте Итак, дальше вопрос. Александр Степанович, госпожа Малкина Илья, замминистра раскиньте по суполках там окружающей среды, эту трансляцию, дала как люди долучались. заведомо неправомерную экспертную оценку. Обращаюсь к вам относительно пятой категории этого здания. Когда к пятой категории относятся навесы, малые архитектурные формы, скамейки, сараи и так далее. Вам не обратиться ли с ходатайством в правительственные органы о выяснении соответствия занимаемой должности этого замминистра охраны окружающей среды или в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в задачу заведомо ложной экспертной оценки? Дальше. Это не входит в компетенцию городского исполнительного комитета подавать иски в отношении соответствия занимаемой должности. В этой ситуации вы, как юрист, должны четко понимать границы полномочий и границы ответственности. Поэтому... Подать запрос. И третий вопрос. По-видимому, вас ввели в заблуждение в том, что запрос инициативной группы по поводу технических характеристик, производства и технологического и технологии можно удовлетворить, сделав запросы в суде. А каким образом, на ваш взгляд? Отвечаю. Ответьте. Инициативная группа не запрашивает вопросы коммерческой тайны, то есть откуда деньги, и у кого акции этого завода, на женах, на сестрах и так далее. Она запрашивает технические характеристики. Инвестор обязан их дать исполнительным властям, то есть области, району, городу и инициативной группы. Я прошу включить микрофон. Отвечаю. Они обязаны дать. Отвечаю вам как Сейчас, извините, прошу прощения. В противном случае, как можно идти в суд, если у инициативной группы нет этих технических характеристик? Они что, в суде будут выяснять во время прений? Вы понимаете, это значит, не имея ничего, это загодя все хотите. Отвечая на ваш вопрос, что это не входит в компетенцию городского. Я, по-моему, неоднократно в этой ситуации отвечал, что есть пределы компетенции городского исполнительного комитета. Вот и все. А те, кто здесь очень много эмоций самовыражает, ну так, ребят, в конце концов, соберитесь и докажите, что вы сила. Соберите деньги на адвоката, нормально. Одну секунду, Александр Степанович. Одной фразой объясните, каким образом человек может идти в суд, не
не имея данных, как он будет отстаивать свои права. То есть технические характеристики. Нормального адвоката надо использовать. Отвечаю вам, уважаемый Виктор Антонович, что даже сам координатор этого проекта Роман Кисляк признал, что он не доработал в этом направлении, поэтому здесь целина не вспаханная. Мы интересно задаем вопросы. Если мы задаем вопросы ради того, чтобы только задать вопрос, или нам надо действовать, чтобы решить вопрос, я уже начинаю в некоторых вопросах даже сомневаться. Мы повторяемся, и опять же, с пустого в порожник. Вы понимаете, в чем дело? И здесь есть люди, у которых есть другие вопросы, не менее важные. Уважаемый Александр Степанович, мы же не обсуждаем Кисляка и в чем он заблуждался или нет. Вы ответьте на один вопрос. Как можно идти в суд, не имея технических характеристик и технологий? Давайте второй микрофон. Я понял, да, я услышал вашу проблему. Да. Здравствуйте, я Маркин Владимир, учащийся средней школы. Я хотел бы задать вопрос, какие новые места для молодежи будут появляться, может, в плане в будущем ближайшем? Может, усовершенствование каких-либо мест? Володя, скажите честно, вы сами этот вопрос придумали? Да, я задаю это себе. А что такое место для молодежи, в вашем понимании? Ну, для меня это место, где я могу свой фритайм проводить, то есть свободное время. Это может быть какие-то площадки, возможно, это будет пляж, я не знаю, какие-то спортивные комплексы, где можно будет с развлечением, с каким-то, не знаю, пониманием проводить время. Я отвечу очень кратко на ваш вопрос, потому что на него можно очень много говорить, но вопрос еще сложнее, чем тот, который задан мне до этого. Потому что все, что делается в Бресте, делается для молодежи. На той же набережной можно найти точку самореализации. На Красном дворе мы хотим в этом году сейчас навести порядок хоть какой-то, понимаете? Хотим создать там нормальную организованную площадку для досуга брестчан за небольшие деньги. Мы хотим по Красному этому двору, по этому большому озеру. Сейчас же там творится самый настоящий бардак. Когда у нас там аукцион, кто мне может подсказать? Прошел аукцион? Есть победитель аукциона? А? Состоялся? А кто победил? Значит, мы хотим даже отдать часть Красного двора, чтобы там можно было мангалы поставить, чтобы было красиво, чтобы люди могли отдохнуть. Поэтому вопрос очень сложный. У меня, считайте, что ответа такого конкретного нет. Будем делать все возможное. Це проєкт ГУК, скажите, как ласка. Здравствуйте, Александр Степанович, Елена Николаевна Батура. У меня такой вопрос. Конечно, есть дороги, есть все. Хотелось бы спросить, когда будут большие какие-то торговые центры в микрорайоне Речица? Значит, мы сейчас открыли на Махновича торговый центр. Я, правда, там еще внутри не был. Вот, возможно, поеду сегодня, посмотрю, что там на Махновиче получилось. И скажу откровенно, всех инвесторов торговых, которые захотят к нам идти, мы будем отправлять на Речицу. Там есть 2 инвестиционных площадки. Там нужен хороший магазин. Ну, в Махновиче хорошо получилось. Я буду. Хорошо, вам понравилось, нет? Да, да. Вот я хочу подъехать посмотреть. Скажу честно, что объект был долгострой. И я очень рад, что нам удалось его достроить. Я очень рад, что нам удалось на Гаврилова достроить этот грин-магазин. Совершенно другой антураж. А вот сейчас нам надо будет на Смирнова написать, о Смирнова там что-то делать. Я принимаю, будем считать, что это место задания. Ну, и пользуясь такой возможностью, вот и сегодня столько много всего выслушала. У нас сейчас на предприятии у нашего сотрудника болеет ребенок. И наша молодежь в РСМ Белпочты проводит акцию «Давайте поможем Даше». И вот мы очень долго дискуссируем, что мы можем сделать. А давайте сделаем. Им осталось чуть-чуть, ребенок на операции. Давайте все поможем этой девочке, нашей Даше, Сержан. А, это те, которые вот сейчас Да, здесь? да. Они сейчас здесь. А каким, где здесь? У нас здесь они дуют шарики, папа продает шарики. И все с добрым сердцем подходят к ним и помогают Даше. А сейчас здесь идет же детский Да. праздник, да? Да. Хорошо, я скажу честно, я уже обращал внимание, что этой девочке 9 лет, по-моему, да, где-то так? Да. И она уже, мы собрали все вместе 100 тысяч, Ну, 180 давайте так, тысяч евро. Осталось рабочие недели горисполкома завтра, в понедельник, Николай Сергеевич, напомните, да? Мы сами соберем деньги, администрация соберем деньги, то есть здесь это та работа, которую надо
всегда продолжать. Спасибо. Александр Степанович, 4-й час уже длится встреча. Здравствуйте, Александр. Самое важное, чтобы вопросы были, не повторялись. Хорошо, давайте дальше. Здравствуйте, я представитель Академии молодежных инициатив города Бреста. И совсем недавно... Как вас зовут? Демчук Виктория. И совсем недавно у нас завершилась реализация проекта «Апостроф», направленного на популяризацию белорусского языка среди молодежи. Мы провели множество различных мероприятий, которые были интересны молодежи. И хотелось бы узнать, что еще предпринимается в городе для популяризации белорусского языка в школах. Ну, я, наверное, вопрос тоже очень сложный вопрос, но я отвечаю так. Я сторонник, чтобы в городе Бресте был широко представлен белорусскоязычный антураж. Был представлен это в форме рекламы, в форме вывесок, в форме, как говорится, любых проектов по продвижению языка. И самое важное, чтобы белорусский язык стал как можно более часто используем в нашем городе. В принципе, я сам вырос в белорусскоязычной школе, я сам писал и все предметы на белорусском языке, поэтому язык для меня очень родной, близкий, и город Брест, повторюсь, будет с уважением относиться. Вы же видите, что даже вот на въезде в город Брест мы на белорусском языке написали, еще был главой администрации, «Витаем вас в Бресте». Вот и все. Поэтому будем дальше развивать. Сейчас мы, тоже вопрос очень интересный, сейчас мы к тысячелетию делаем новые аншлаги, аншлаги, что называется, да, вот на дома. И очень красивые варианты в исторической части города использования белорусского языка вот, в названиях этих улиц. Есть там проблемы с этой транслитерацией, то есть с переводом одного названия на другое, но, Виктория, молодец, что вам нравится белорусский язык, я тоже его очень люблю. Спасибо. И еще один вопрос. Вы говорили, что планируется к тысячелетию проводить множество различных мероприятий глобальных. И хотелось бы узнать, планируется ли провести какие-то мероприятия международного характера? То есть на таком уровне. Само тысячелетие – это мероприятие международного характера, я вам скажу. Поэтому мы позиционируем его как серьезнейшее мероприятие на всем, не только постсоветском пространстве, а европейском пространстве. Мы сейчас работаем с ЮНЕСКО, чтобы они нам оказали хотя бы просто методическую какую-то помощь, уже финансовую они мне окажут. Мы работаем с нашими городами-партнерами, побратимами в Европе, которые есть. Поэтому нормально. Мы же, как еще в следующем году, культурная столица СНГ, поэтому все будет хорошо. Мы уже приняли в этом году 5500 туристов из-за рубежа безвизовых. Тоже были разные оценки, хорошо, это плохо, а 5500 человек приехало к нам в город Брест и где-то оставила какую-то копеечку, где-то вложила деньги. Поэтому это тема, которая будет продолжаться всегда. Хорошо. Спасибо вам, Виктория. Спасибо за гражданскую позицию. Давайте, пожалуйста, еще. Здравствуйте, Александр Степанович. Меня зовут Данилюк Лариса Ивановна. Я председатель нескольких домов и к вам пришла как председатель, так как житель своего дома, ну и как мама. Первый мой вопрос – это по площадке, которая находится Локтионова-Стафеева. Вот только что передо мной выступали молодой человек, кто-то инициативу по спортивной площадке в парке интернационалистов сделать. У нас есть большая спортивная площадка. Она огромнейшая. И потенциал там сделать спорткомплекс огромнейший. Футбольное, волейбольное, баскетбольное поле. У меня девочки мои старшие, 12 лет. Куда им деться, кроме велосипеда? Понятно. Вопрос. Вопрос в чем? Можно ли каким-то образом внести мое предложение, точнее обращение граждан о том, что данную площадку усовершенствовать, сделать с нее, и это первое, в будущем сделать. И на сегодняшний вопрос стоит облагораживание данной площадки, потому что за ней ДЭП не смотрит. Трава по колено, те же самые клещи, играть на ней невозможно. Хорошо. Значит, отвечаю. Мы сейчас всех инвесторов понуждаем к созданию новых площадок. И вот то, что мы построили по Суворова, да, Николай Сергеевич у нас, куда Мишарай строился, да, они сделали хорошую спортивную площадку. Это должно быть уже по умолчанию. Что касается вашей площадки, я ее знаю, еще, повторюсь, занимался, когда был главой района, она на балансе ДЭПа. Ну, что-то будем думать. Пожалуйста, это обращение как и мамы, как и граждан. По-прежнему сидят алкаши, да, вот постоянно. Да, по-прежнему лавочки уже более сгнившие, чем в ваше время были, бутылки, соответственно, все есть, трава по колено. Где у нас Багнюк?
Что-то вас сразу сегодня не подняли, Павел Петрович. Молодец какой. Значит, давайте наведем порядочек на этой площадке, хорошо? И потом доложим. Все, договорились. Еще есть один вопрос. Я понимаю, что время его не настолько актуальное, но у меня есть еще обращение жителей по Октябрьской революции 23А. Я писала неоднократное обращение по установке шлагбаума на нашей территории. Я понимаю, что территория построена автостоянки за счет, конечно, жителей, но территория принадлежит городу, и мы не можем установить там шлагбаум. Нельзя ли данную землю взять во владение, мы готовы платить за нее налог. Вопрос стоит в том, что перепарковаться нашему дому, он же узкий, высокий, Значит, практически негде. Все, я оставил вопрос. Значит, не установки шлагбаумом на городской территории недопустимы. Мы создаем опаснейший прецедент. И это делаем в исключительных случаях только тогда, когда это касается вопроса безопасности детей. Если же юридическое лицо, в данной ситуации кооператив, готово взять землю себе у города в аренду, Понятно. то они вправе, Николай Сергеевич, по большому счету предоставить... То бишь вопрос стоит в аренде. Так точно. В Все, этой я ситуации мы поняла. будем получать, это платить, эту аренду надо было. Понятно. А постоянное пользование землей это взять невозможно. Будете платить аренду? Только как аренду. Ну, конечно, вы же получаете повышенную комфортность от этой эксплуатации. Я вас услышала, поняла. Еще один вопрос по застройке лагуна, как называем, да? Да. Жители, вот вы говорили о том, что школа сдается в 2019 году. Естественно, заселяется этот район в этом году. У меня там просто есть дом многодетный и дольщиков, которые не многодетные. Значит, там остается не школа, а учебно-педагогический комплекс. Учебный, да. Сейчас начальная школа. Да, есть граждане, которые, естественно, не попадают туда, и очень большой вопрос по транспорту, который там ходит. Ходить далеко, обращение моих граждан было таково, о том, что увеличить транспортный каким-то поток, каким-то транспортом пустить туда дополнительно. Гортранс, что у нас здесь? Одна 12-я маршрутка ходит, это достаточно очень мало, и ходить далеко на ближайшие остановки. Мы Гортранс не приглашали, что ли? Значит, давайте так, Прогуляли. что касается улицы Луцкой. Леда где? Значит, смотри, что касается улицы Луцкой, Да, там же, Луцкая. она уже стала широченной улицей, Да. и выход на Суворова получается, поэтому там надо подумать. Вы правы абсолютно, вы правы. В сентябре будет организовано движение. Вы абсолютно правы. Кто там ни разу не был, съездите, посмотрите, насколько красиво, хорошо улица получилась. Еще хотела сказать спасибо большое Николаю Сергеевичу. У меня был вопрос по порыву наружной сети моего дома, и он посодействовал. Большое вам спасибо. Вот так, Николай Сергеевич, не только спасибо за это. Спасибо вам большое, да. Большое. По земле мы решим вопрос, договорились. Давайте. Добрый день, меня зовут Екатерина, я жительница города Бреста. У меня следующий вопрос, связанный с заводом. Я услышала вас о том, что необходимо инициативной группе идти в суд и отстаивать интересы и бороться за приостановку деятельности этого завода. Это понятно. Но вы также говорили о стратегическом развитии, да, так вот, как стратегическое, в общем-то, развитие, необходимо продумывать план Б, если завод не закрывается, да, и он запускается, а запуск завода предусмотрен уже в августе этого года. Так вот, у меня вопрос к вам, как к высшему городскому руководителю. Прорабатываете ли вы вопросы контроля за утилизацией и хранением отходов, которые могут быть после запуска этого завода? Каким образом вы планируете наладить эту деятельность как городской глава? На примере Москопряда мы знаем, что вот с Белозерска к нам привозили здесь. Давайте я очень кратко дам слово Радченко, Геннадий Иванович, где он здесь? Где Радченко? Петр Иванович, Брыш, здесь? Давай, Геннадий Иванович, ответьте очень кратко, потому что вопрос абсолютно правомерен. Ваш вопрос абсолютно правомерен. Во-первых, здесь идет первичная переработка, и все отходы, допустим, те же аккумуляторы бракованные, они будут идти на завод Пицплав Белозерск. Эти отходы. Дальнейшее действие с этим. Ну и кроме того, насколько я компетентен в этих вопросах, то есть отвечаю больше за экологов в данном случае, то по каждому объекту утверждается схема обращения с отходами, и там Я все, читала законодательство, и там я будет это все знаю. предусмотрено в этом вопросе. Нет, подождите. Предусмотрено там написано в постановлении Министерства. Вопрос задавайте тогда, если вы
Кратко вопрос Да, задавайте. хорошо. Краткий вопрос у меня такой. В постановлении Министерства об обращении с отходами написано, что компания, которая производит некоторые отходы, должна написать инструкцию, каким образом будет осуществляться утилизация и хранение этих отходов. Я задаю сейчас вопрос. Написана ли эта инструкция, вы, как представители городской власти, каким образом планируете контролировать соблюдение этой инструкции? Эта инструкция будет согласована, и Горинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, областной комитет односельный человек, будет все эти людей. вопросы контролировать. Вы будете контролировать. Я понимаю, что вы руководитель. Можно я не обратиться ко руководитель, мне? еще- Нет? А кто руководитель? Кто руководитель? Кто конкретно будет от администрации города контролировать эти вопросы? Меня, как горожанку, это очень волнует в связи с ситуацией в Моспотряде. Что, нет Иванович, ответа? надо переадресовать этот вопрос. Каким образом будет переадресован мой вопрос? Значит, есть специальная структура, которая замыкается на данное министерство. Есть у нас межрайонная горрайинспекция охраны окружающей среды, которую возглавляет Петр Иванович Брыш, и он будет участвовать в приемке этого завода в эксплуатацию. А кто дальше контролировать будет? Они же будут контролировать. Они же, а вот в местных органах власти? Санитарная служба будет контролировать. А руководитель санитарной службы города Бреста? Вот он стоял перед вами. А, вот это. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Значит, вопрос касается тоже стратегии. Если завод будет запущен, я же понимаю, что вот если мы говорим о стратегии, то мы должны учитывать состояние здоровья наших горожан. Разрабатываются ли какие-то программы по оценке влияния свинца и отходов этого завода на здоровье горожан? Сейчас вот эта работа ведется, потому что представителей поликлиник я здесь видела. Кто ответит? Ну, этот вопрос уже моей компетенции, поэтому я на него отвечу. Во-первых, завод, когда будет приниматься, будет выдаваться заключение о его соответствии. То есть будет приниматься завод с проведением лабораторных исследований, будет исследоваться как воздух рабочей зоны, так и границы санитарно-защитной зоны. Кроме того, объект будет взят на государственный санитарный надзор, то есть он будет контролироваться, в том числе и лабораторно. Кроме того, на заводе должна будет разработана программа производственного контроля по атмосферному воздуху, по почве, по другим показателям, по воздуху рабочей зоны. И тоже само предприятие будет контролировать эти вопросы. Кроме того, при мониторинге социально-гигиеническом мы тоже будем, у нас будут контрольные точки на границе санитарно-защитной зоны этого предприятия. Это я услышала, но у меня вопрос немножко о другом. Я спрашиваю, будут ли проводиться программы оценки влияния здоровья на здоровье, оценки влияния этого завода на здоровье непосредственно горожан? Я не знаю, в поликлиниках, возможно, будут проводиться какие-то срезы, да, то есть вот на сейчас как было состояние здоровья, и там, не знаю, через год. Такая оценка, она проводится постоянно, и не только связана там со строительством или не Я строительством понимаю, то есть завода. это по-разному по воздействию промышленности на здоровье. У нас промышленность представлена будет не только этим заводом, а в целом весь промышленный комплекс. И кроме того, это другие факторы. А вы влияют на сейчас уже здоровье. проводите, я правильно понимаю, Да, какие мы оценки? проводим. А где можно ознакомиться с последними У результатами? нас можно ознакомиться в Центре гигиены и эпидемиологии. Хорошо, и если я приду, вы мне как Да. гражданину дадите Да, все ну, необходимые спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, микрофон. Алло. Здравствуйте, Александр Степанович, Дмуха Кирилл Николаевич. У меня 4 вопроса будет. Значит, давайте так. Мы работаем с вами 3,5 часа. Я предлагаю вопрос и еще третий вопрос. Ну, очень много письменных вопросов, и будем У заканчивать. меня конкретные, короткие, которые Давайте. мне... Первый. 17-18 год жители Буденного 65, Карпачева 84 просили благоустройства территории города Бреста, которая находится перед их домами. Значит, пришел ответ, что до 2020 года не будет благоустройства, потому что нет денежных средств. Где мне, у кого я могу получить информацию, чтобы нас куда-то после 2020 года включили? Значит, есть программа благоустройства дворов. В этом году мы делаем комплексно 2 двора, да? 3 двора делаем. И давайте с учетом его включим. Да, если будет больше денег в следующем году, сделаем больше. Второй вопрос давайте.
Второй вопрос. Воровского 21, 23, 25, 27, 29, 31. В центре дворовой территории находится объект незаконченного строительства 8-го треста. Подземная площадка. Подземный паркинг должен был сделан в этом году. Что у нас, какие проблемы там? Ну-ка быстренько. Пока Сейчас, секунду, подождите, ваш вопрос правильный. Что там дальше? В этом году 8-й трест должен сделать эту площадку. Все лучше. Дальше. третий вопрос. Улица Брестской дивизии, улица Республиканская. На углу, возле остановки Мостовая, находится частный сектор и старые заброшенные армейские ПТОРы, казармы, склады. Значит, ЖРЭО города Бреста периодически забивает разбитые проемы деревянными дверями. Что планируется, это опять от жильцов Северный 1, вот этого городка новой застройки. Это инвестиционная площадка, с которой соскочил, по-моему, Европ. Нет, Алми. Там и Алми, и там много соскакивают товары. Значит, мы сейчас только сделаем исключение для Речицы, дадим площадку под торговый объект, вот. Ну, помимо новых микрорайонов. Этот объект мы делаем все максимально, чтобы сделать его приоритетным для инвестора торгового. Там нужен хороший магазин, поэтому сносить за свои деньги мы не можем, потому что это большие расходы, но бардак, я согласен с вами. Огородить можно как-то эту зону? Не само здание, а именно само здание. Потому что туда лезут дети. У нас есть улица Карьерная, это к строительному рынку справа, бывший стекольный цех недостроенный. Вот вы туда съездите, посмотрите, что там творится. У нас таких объектов по городу, к сожалению, очень много. Карьерная это недалеко, это почти центр Бреста. Карьерная это там, где за Цветотроном. Строительный рынок, я в курсе. А Республиканская это вот через мост уже. Республиканская, вот это самый центр города Бреста. А, вы хотите только в центре делать, чтобы там... Вот нет, этот ПТОР, туда лезут, понимаете, эти двери, они, дерево, оно не... Ну хорошо, принято, мы все равно по итогам нашей встречи записываться будем дальше. И четвертый личный вопрос. Я живу возле 8-й школы. Это имени первого героя Республики Беларусь. Значит, единственное, это частный сектор. Единственное место, где можно собраться детям дошкольного, ну, даже до садикового, дошкольного и школьного возраста, это Т-образный перекресток перед школой. Значит, образуется этот Т-образный перекресток улицей Железнодорожной и улицей Хорвата. Значит, на сегодняшний момент принято отделом образования Ленинского района, что дети, не задействованные в садиках и школах, в присутствии родителей могут играть во дворе школы. Хотя рядом есть спортивная площадка. Значит, все остальные дети играют на этом Т-образном перекрестке. С двух сторон он огражден неровностями. Что предлагается в этой ситуации делать? Что вы предлагаете? Спортивный городок школы, который практически постоянно закрыт на замок. Ну, скажу так, что мы сейчас по финансам мобилизовались там это 9-ю школу, спортивное ядро подтянуть, потому что некрасиво. И школа хорошая. Нет, там спортгородок хороший, он сделан. Когда делалась реконструкция 8-й школы, там все сделано. Я говорю сейчас о том, что куда деньги мы тратим. На 9-ю школу у нас надо. А, не пускают, да? Не пускают, да. То есть только во двор школы и только детей до садикового возраста. Я услышал. Попробуем разобраться и пустить. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Так, пожалуйста. Можно, да? Да, вы великолепно все как бы ответили на все вопросы, но не совсем... На ваш я не отвечу, чувствую. Давайте. Наверное, я юрист, инженер-механик, молодежь образования. Вот, внимательно наблюдая, был я на Брестском райисполкоме, на облисполкоме с инициативной группой. Вот. Как вас зовут? Александр. Давайте. Вы не ответили самое главное. Почему вот структура власти, горосполком Брестский, ведь вы, вернее мы, как жители здесь города Бреста, получаемся как бы онкологические заболевания. Все будет идти со стороны завода. Но почему самоустранилась власть-то? Вот что в этом строительстве. Даже если исковое заявление, вы постоянно все ссылаетесь на инициативную группу. Инициативная группа, не имея достоверных исследований, чисто так
документальных, которые о вредности этого завода, исковое заявление пропадет оно просто будет формальный ответ суда. Вопрос, почему горисполком ничего не хочет делать? Вы чего-то боитесь, что ли? Послушайте, я, по-моему, 3,5 Ну часа... ответьте вот на этот вопрос. Да, боимся. Я 3,5 часа отвечал на этот вопрос. И определил компетенции, и определил, как говорится, ответственности, что это не город. Это не город. И мы не принимали... Ну, болеть-то будут жители города. Хорошо. А если после пуска завода окажется, что эта проблема была надуманная? И если... Подождите. А если все будет согласно заявленных параметров, и современные технологические процессы покажут абсолютно новые, как говорится, составляющие экологическую, прогрессивную, что тогда будет? Вы потом извинитесь передо мной или перед кем? Нет. Потому что здесь лучше... Что вредное производство, как делать Так с вот, теми, для того, чтобы кто не поставит было... печать и подпись на разрешение. Это строительство завода, а он строит. Ну, в чем суть вопроса? Я не могу понять. Я еще раз говорю, что здесь, в этой ситуации... Инициативы от вас. Вот, да, вы готовы участвовать в инициативной группе? В чем я должен участвовать? Я с вами 4 часа здесь. Что я должен сделать? Давайте другой микрофон. Почему? Я не могу понять ваш вопрос. Если я сказал, что в понедельник зову к себе юристов, если я сказал, что зову Романа Кисляка, зову Пикалюка, что еще делать? Вы что, не слышите? Вот так вот отстаиваете вы и завод, вот так вы с такими подходами непонятно какими. Я же говорю конкретные вещи, не слышу, мне вопрос задаю. Подождите, ну, слава богу, хоть включили микрофон. Почему бы не создать комиссию на базе горисполкома? Я еще раз хочу сказать. Вот видите, вы опять... Я вам отвечаю, что создана комиссия уже на базе центральных органов государственного управления, в пределах компетенции которых определение завода к тому или иному виду и типу угроз, экологичности и так далее. Что в горисполкоме даже нет отделов соответствующих, вы понимаете? То есть как можно, не владея схемой управления, в принципе, говорить категоричными словами? Я вот это не понимаю. Ну, видите, а что может сделать инициативная группа? Инициативная группа вправе в правовом поле сделать, естественно, исковое заявление в суд. Я об этом говорил уже раз 20. И я в этой ситуации, у меня теперь возникают вопросы вообще к самому составу инициативной группы, которые, в принципе, не структурировали протест под какие-то нормальные предложения, а все это дело на уровне какого-то вот дворового, извините, спора идет. У меня уже возникают вопросы, насколько на самом деле эффективно сработали так называемые инициативные группы. Ну так подключи. Да, много интернета, да, мы очень так вот себя в режиме онлайн хорошо смотрим. Все нормально. А что сделано? Да ничего не сделано. Слушайте, как Моисей. Александр Степанович, вот этот вопрос будет 90-й по счету. Давайте второй микрофон. Добрый день. Бекиш Людмила Евгеньевна. Добрый день. Александр Степанович, два коротких вопроса. Ну, во-первых, много говорили о бытовых проблемах, но новые задворцы – это проблема дорожного переезда. Говорилось раньше о строительстве путепровода в наш район и наличие магазина нормального. У нас в округе один маленький магазин, можно сказать, это Сельпо. Но это такой бытовой. А самый важный для меня вопрос – это каким видит городская власть перспективу нашего Бэмза? Ну, тогда сидите. Значит, в настоящий момент, если взять, собственно, наши сегодняшние разговоры, мы прекрасно понимаем, что без работы экономики у нас не будет денег. И не будет у нас ни тротуаров, ни дорог, ничего у нас не будет, понимаете? И не будет у нас ни садиков, ни школ и так далее. Если взять бедовые предприятия, то, наверное, самым бедовым предприятием является БЭМС. Вы абсолютно правы.
И для меня оно бедовое. Почему? Потому что нет никакой дорожной карты по этому предприятию. Если на Брестмаше есть, пусть спорное, но видение по поводу автомобилестроения, сейчас там начинают собирать эти микроавтобусы, есть какое-то дальнейшее движение в кооперации с газоаппаратом, по этим насосам погруженным и так далее, то на Бэмзе сейчас пока только идут проработки и поиск инвестора. Они недавно праздновали свой юбилей. Я вам скажу, я туда не пошел на этот юбилей, это было в начале года, не потому что мне стыдно, а потому что как-то уткнулись куда-то. Инвестора нет, долгов много, зарплата копеечная. Еле эту зарплату постоянно выплачивают, как раз горисполком работает с дебиторами, тоже по закону ищем, где бы передолжить для Бэмза и так далее. Поэтому это большая проблема. Я в этой ситуации, не сказать, кроме того, что надо искать нового туда инвестора, искать нового туда, как говорится, человека с деньгами и делать какое-то производство экологическое производство. Но для тех, кто очень сильно обеспокоен, я все-таки хочу напомнить, что у нас другие виды производства тоже в городе, очень много тоже сложных производств. Вы понимаете, в каком контексте я веду. Поэтому надо рассматривать проблему чуточку шире. Надо видеть общую задачу экологичности города. А если мы это сузимся и будем одно и то же повторять, то толку не будет. По Бэмзу я с вами согласен. Спасибо. Республиканское предприятие. Вроде как полномочий города нет. Налоги, между прочим, мы всем этим бедовым предприятиям, мы всем им снизили налоги. Но сниженные налоги – это недополученные возможности горожан. Вот понимаете, какая ситуация? Один платит налоги в 3 раза больше, чем другой. Вот и все, и бюджет недополучает. Поэтому у меня вот такой вопрос. И такой же, извините, может быть, немножко сумбурный, но я ответ. Спасибо. Давайте еще вопросы и будем заканчивать. Александр Степанович, Можно добрый еще, да? день. Добрый день. Меня Давайте. зовут Денис, очень Денис. серьезный вопрос. Инициативная группа, которая занимается проблемой строительства аграрного завода, на протяжении 5 месяцев оказывается давление со стороны правоохранительных органов. Это и вызов в прокуратуру, и дежурство ОМОНа возле подъездов, домов. И самое, наверное, ужасное – это прослушка мобильных телефонов. На каком основании, чьей подачи это было сделано? Городской исполнительный комитет никаких санкций на прослушку и на дежурство ОМОНа не давал. Я отвечаю вам по этому питанию. Этот факт есть. Можно? Вопрос, это общее получается. Хорошо, к кому обратиться, чтобы выяснить этот вопрос? Надзорным органом соблюдения законности является прокуратура. Вы вправе обратиться в прокуратуру. Спасибо. Еще похожий вопрос. Во время подготовки митинга «Брещанки против строительства» на многих предприятиях города Бреста были проведены планерки, на которых работникам организации было сказано о том, чтобы они не присутствовали на митинге. Это правомерно? И с чьей подачи, опять же, это было сделано? Данный митинг был разрешен городским исполнительным комитетом. Ну там не межтиск был все равно. Этот митинг Брещанки против Факты Но, есть. скажу честно, я в этой ситуации не просматривал, не слушал митинг, да, как таковой, да. Но если мы там говорили на митинге вот точно так же, как сейчас мне вопросы задают, я глубоко... Нет, вопрос в чем? Руководством предприятий до своих подчиненных была доведена информация о нежелательности присутствия на этом митинге. Конкретные примеры есть какие-то? Люди не оглашали. Нет, потому что тут, понятно, есть страх. Ну понятно, значит... Это факты. Вопрос такой риторический, поэтому мы должны направить всю вот эту энергию в конструктивное русло отстаивания своих интересов. Я вам так скажу. Ну давайте, последний вопрос и будем заканчивать. Спасибо вам за вопрос. Добрый день. Председатель кооператива жилищного 83-го на Ковалевке. Как зовут? Татьяна Александровна Кирильчук. У меня такой вопрос. У нас во дворе нашего дома находится садик. И к этому садику утром
нашего дома. К этому садику утром большое количество идет транспорта. Они разбили нам полностью дорогу. Предложение. Значит, предложение. Я выступила с альтернативой. Есть площадка, место, где можно построить разворотную площадку. Приезжал представитель ГАИ. Не знаю, в каком свете он представил в горосполкоме это, потому что я писала письмо комиссии по безопасности дорожного движения. Но мне пришел ответ, что на коллегиальном совещании решили разрешить ЖКХ 83 построить эту площадку. В чем вопрос? Ну, там нету дороги теперь у нас. Мы хотим перенести на центральный вход въезд этих людей, которые едут, везут своих детей утром в садик. Наши дети не могут выйти во двор. 3 метра от двери находится эта дорога, где идет движение. Что вы хотите от меня сейчас в этой ситуации? То есть повторно подойти к этой теме, да? Да. Татьяна Александровна, давайте так. Николай Сергеевич, вы поверьте себе этот вопрос. Реально, если это ухудшает подающих, то это недопустимо. Мы разберемся. Поверьте, что это всегда компромисс. Всякое решение... Ну, конечно, поэтому я хотела понимаете, обратиться, что вы нам помогли с этим вопросом. решение, всякое решение, это компромиссное решение. А компромисс – это взаимоуступки, поэтому надо думать. Спасибо Большое. Значит, в заключение. Скажу честно, я планировал, встреча будет 2 часа, но она уже почти 4 часа. Я благодарен всем, кроме тех, кто с места выкрикивал и не представлялся, да, ну это, конечно, не очень правильно. Благодарен всем за позицию. Я еще раз обещаю вам по всем вопросам разобраться. И еще раз хочу сказать, что все ваши мнения будут соответствующим образом донесены и до вышестоящего руководства. И мы вместе должны наш город продолжать делать лучше и экологичнее. И если кто-то думает, что этот завод, и опять же к нему, будет тут дымить, чадить и все остальное, и это будет как данность, он глубоко заблуждается. Данный завод еще даже не сдан в приемку, и поверьте, что свою задачу вы даже как активисты выполнили. Вы подняли градус ответственности тех людей, которые будут принимать его в эксплуатацию. Я за это благодарен активистам и благодарен инициативной группе. Это уже ваше достижение. Если сейчас получится выйти на нормальное правовое поле, это тоже будет замечательно. По сути дела, я еще раз говорю, что нормально, все будет хорошо. Всем спасибо. Субботу удачи. Ось сябры, трималася така зустріча. АДК просит всех выходить через левый выход. Ви все бачили. Это туди. Ви все бачили. Думайте, що з гэтага все трималося. Зараз ми кого-нибудь запитаємо, ці довольні на зустрічі. Добрый день, вы в прямом эфире, это народный репортер. Скажите, ці довольны вы зустрічай і ці почули вы отказы на все питання? Нет, на все питания нет. А какие у вас еще были питания, да? Все-таки хотелось бы, чтобы, наверное, этой темой заинтересовались гораздо раньше. Ну и власти как-то проявили больше интерес, может быть, а когда уже люди, конечно, поднялись все, тогда уже, наверное, и власти зашевелились, может быть, чуть-чуть. То есть все ж таки громадство Очень, я считаю, что дало сыграло толчок роль. к этому Дало, всему. Да, я считаю, что дало, да. Угу. Хотелось бы, конечно, ну, больше, наверное, чтобы власть нас слушала, что ли, слышала, может быть, слышала. Угу. Дякую. Вообще хорошо, что эта встреча вообще состоялась по этой теме. Все равно хорошо. Досить шмат народу сегодня было у всех. Очень много. Очень радует. Все ж таки хвалю Да, народ. хвалю, да. Ну вы можете дать интервью, я до вас могу звернуться, и вы мне что-нибудь скажете, коли ласка. Коли вы думаете, что я беру подрыхтованных людей интервью. Ну вы скажите раз на камеру. Спасибо большое. Я свое мнение высказала.
Ось так, сябры. Знов мы нешта тут муцім, оказывается. Знов нам платять. Падрыхтованыя пытанні, все. Все гэта не нова. Ну что, трэба скончваць эфир. Хутчэй. Здесь пекло. І яшчэ не вельмі, так сказаць, высокая тэмпература. І мы размаўлялі аб азелененні горада. Дык вось азелененне горада, вось яно, гэта плітка. І ўсе гавораць, і людзі ўсе гавораць. Плітка, тратуары і ўсё такое у гэтым стылі. А трэба, каб раслі добрыя дрэвы, а не вось такія вот. І вось новыя будынкі, побачите, новыя будынкі строяць у такім стылі, которые не даюць ні шансу для росту, для свабоды. Вось свабода рубіцца на карню. Бо вот гэтыя дрэвы, яны прыгавораныя. Вот вялікія дрэвы, вот такія вялікія дрэвы на плошчы знішторылі і ўзамен пасадзілі маленькія. А гэта была тень. Гэта азелененне горада Брэст. Усё, што нарасло само, тое знішчаецца. Гэта одно пытанне. А другое пытанне, маленькае зусім. Як працуе ўлада? Якія ёсць у нас маленькія механізмы? Я 3 гады хожу на беларускі вакзал і не магу там купіць кветкі. Простыя кветкі, сустрэць каго-небудзь. Але ж там таксама зрабілі ремонт з пліткі і таксама насадзілі вот такіх маленькіх кусточкаў. І іх знішчаюць, рубяць і также косяць траву. Усе пытаюць косяць траву, але ж гэта не дае расці дрэва. Ясно. Дякую вам вялікі. Добра? За адказ. Яшчэ что-нибудь? Вось, сябры, тут мы яшчэ пачулі аднейкага. Так, для кого так, это народный репортер канал. Просто Петрухін, тут пыталіся, дзе Петрухін і Кабанову. Петрухін кудысьці з'ехаў справу, Кабанова таксама справы. І тут шоў нейкі чыноўнік, але, на жаль, я пытаўся у чалавека наконт сустрэчы, і прахадзіў, і ён сказаў клоуны. Вось я хацеў ўсё ж такі запытаць, да каго ён звярнуўся так, але, на жаль, не паспеў. Вось, давайте яшчэ запытаем у людзей. Ну что, Роман, что вы скажете на гэты пункт? То, что власти уже готовы через суд решать, это позитивно в плане, что они хотят, наконец-то услышали голос людей, и проблем не будет в подаче исков и жалоб. Единственное, что я хочу напомнить, что иски подавались, и жалобы подавались, сколько жалоб было подано на нарушение прав. И, в общем-то, суды отказывают, и всем известна мотивировка, кто следит за ситуацией. Если они готовы решать... Новых встреч. Живе Беларусь.